В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Мирбуяна Иванова. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, Веба и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний вслед за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации. В агентстве отметили, что повышение рейтинга дефолта эмитента отражает улучшение финансовой гибкости России, а также ее способности оказывать поддержку организации. Консолидированные бюджеты регионов за первое полугодие 2019 года сведены с профицитом почти в 700 миллиардов рублей. Это более чем на треть превышает аналогичный показатель 2018 года. Доходы регионов также выросли почти на 12%. Такие данные привела Счетная палата Российской Федерации. Наибольшую часть расходов, порядка 1 триллиона 600 миллиардов рублей, регионы направили на сферу образования. 1 триллион 300 миллиардов рублей пошло на развитие социальной политики и около 900 миллиардов на экономику. На реализацию национальных проектов расходы бюджетов субъектов составили около 286 миллиардов рублей. Арбитражный суд Якутии отложил на 19 сентября рассмотрение заявления компании National Development Corp о признании банкротом якутской топливной энергетической компании. Британская компания стала кредитором ЯТЭК в апреле текущего года как правопреемник требований якутского King-95. Однако в ходе последнего судебного заседания по существу, которое состоялось 15 августа, еще одна компания Hearts Invest из Санкт-Петербурга заявила, что требования King-95 были переуступлены именно ей. Причем еще в октябре прошлого года. Hearts Invest инициировала отдельное судебное разбирательство о признании недействительным соглашения об уступке права требований National Development. Первое заседание по делу состоится 26 сентября. Напомним, в январе 2019 года арбитражный суд Якутии ввел процедуру наблюдения в ЯТЭК. Компания является основным газодобывающим предприятием Якутии. Весь газ от ЯТЭК получает республиканская компания Саха-Транснефтегаз. Компания «Алроса» снизила прогноз по продажам на 2019 год до 32-33 миллионов карат с ранее озвученного ориентира в около 38 миллионов карат. Согласно отчетам компании, за первое полугодие «Алроса» сократила продажи алмазов в стоимостном выражении до 1 миллиарда 784 миллионов долларов США. В натуральном выражении продажи упали на 16%. Из них продажи алмазов ювелирного качества снизились на 15%. Как объяснили в самой компании, на ситуацию продолжили оказывать замедление продаж ювелирной продукции после высоких темпов продаж прошлых годов. Дополнительно отмечают растущее влияние нового тренда – увеличение доли онлайн-продаж ювелирных изделий, главным образом в США. Что касается чистой прибыли «Алросы» по международным стандартам финансовой отчетности, то здесь также наблюдается снижение. Чистая прибыль с января по июнь 2019 года сократилась на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим «Алроса» планирует направить 100% своего свободного денежного потока по результатам первого полугодия этого года на дивиденды. А если на Совете решение будет одобрено, то это станет первым в истории компании случаем направления всего денежного потока на выплаты акционерам. Ранее компания платила 50-70% от него. Окружная администрация Якутска будет добиваться выплаты долгов регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов Якутск Экосети перед муниципальным предприятием Жилкомсервис. Сумма долга превысила 100 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации, на начало августа дебиторская задолженность Жилкомсервиса составила около 250 миллионов рублей. 126 миллионов рублей из указанной суммы приходится на Якутск Экосети. Долг образовался в результате неоплаты рекоператора стоимости аренды технологического автотранспорта, а также платы за захоронение ТКО на мусорном полигоне. Кроме того, муниципальное предприятие ранее выдал регоператору коммерческие займы на общую сумму более 32 миллионов рублей. Отмечено, что на прошлой неделе поступил первый платеж от Якутской Экосети в размере 2,5 миллионов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.